Как убедить тех людей, которые в это не верят, не знают этих историй и не хотят знать этих историй, и считают, что об этой теме депортированных и репрессированных искусственно, с определенным нажимом и специально говорят именно сейчас в Молдове. Вот как убедить людей в обратном? Как вы считаете? Ну, сейчас многое делается. Вот недавно состоялся же Национальный конгресс памяти. Об этом действительно как-то упустили вот уже в современной Молдове. Да, мы вот в этот срок были другими проблемами заняты, провозглашение независимости. Молдова решила пойти по другому пути, не так, как страны Прибалтики, которые сразу же осудили это и провели иллюстрацию, провели реституцию. И поэтому мы здесь это упустили, потом к власти пришли, значит, коммунисты, да, которые этот закон о реабилитации жертв политических, он же назывался закон о реабилитации сталинских репрессий. Да. Они этот закон, вот состав того парламента молдавского, они полностью его изменили, потому что были льготы для репрессированных, была какая-то определенная защита. И так получилось, что эти люди потом вот в середине уже вот этой независимости, они остались буквально ни с чем. И только после того, как исполняющим обязанности президента стал Михай Гимпу, который впервые открыл вот эти вот архивы, потом, что еще, установил камень на площади Великого национального собрания, которое тоже очень долго обсуждалось и дебатировалось. И репрессированные, многие считают, что именно этот человек, надо дать ему должное, именно сделал в деле сохранения памяти, внес определенную, значит, сыграл определенную роль, да. И потом уже с 2016 года стали отмечать уже официально, должны быть флаги приспущены, должны проводиться вот эти вот, это же официальный день памяти, митинги, конечно, да, вот, который мы отмечаем, мы в своей организации отмечали по своей инициативе. Его с 2003 года. В Молдове отмечали, люди собирались у железнодорожного вокзала с момента провозглашения независимости.